Пандемия коронавируса затронула все сферы жизни, в том числе социально-экономическую. Цель семинара – обозначить существующие проблемы и найти пути выхода из кризиса. В своем выступлении руководитель Центра социально-экономических исследований Олег Домени отметил, что несмотря на снижение востребованности науки, ее роль в решении такого рода проблем велика. На одном из предыдущих семинаров был представлен доклад Центра с антикризисной программой развития. Стране необходимы качественные изменения по нескольким приоритетным направлениям, среди которых аграрная сфера. Нужно начинать развитие сельского хозяйства с личных подсобных хозяйств. Есть у нас два способа. Первый способ – это развитие личных подсобных хозяйств путем господдержки. И второй подход к этому, к развитию личных подсобных хозяйств – это гарантированное, обеспечение гарантированного рынка сбыта сельхозпродукции. Социально-экономическое развитие страны напрямую зависит от состояния энергетической системы. Руководитель РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария подчеркнул, что кризис может дать новые возможности для изменений в разных областях жизнедеятельности государства, в том числе энергетики. Абхазия в течение уже почти 30 лет живет, абхазская энергосистема живет вне экономических процессов. Вот 30 лет мы вот так вот идем каким-то образом, требуем качественную электроэнергию, а при этом недопонимаем, наверное, многие из нас, что за любой товар, а мы не говорим уже о качественном товаре, да, за него нужно платить, и он имеет определенную цену. Соответственно, в существующем кризисе, да, у нас есть возможность отрегулировать, в том числе, как минимум для, если мы идем по науке, как Олег Несторович говорит, как минимум посчитать этот экономически обоснованный тариф для того, чтобы мы понимали, сколько он для нас будет обходиться. Это не значит поднимать эти тарифы. В сложной экономической ситуации оказалось и бизнес-сообщество страны. Предприниматель Лилит Бар перечислила ряд проблем, с которыми сталкивается малый бизнес Абхазии. Наша налоговая система, наше налоговое законодательство делает все для того, чтобы задавить предпринимателя. Вот тут у вас есть перечень мероприятий. Спасибо вам, потому что вы первые, кто об этом написал, что нужно помочь предпринимателю, и перечень мероприятий. Вот здесь необходимо добавить пункт о том, что необходимо налоговикам предложить, чтобы они прекратили практику закрытия счетов. Вот сейчас в этой сложнейшей ситуации, когда государство просит нас, предпринимателей, помочь, и предприниматели помогают, нам закрывают счета. Заместитель руководителя администрации президента Джансух Нанба подчеркнул, что в результате кризиса наше государство, безусловно, пострадает. Задача заключается лишь в минимизации этих потерь. На мой взгляд, крайне важно понимать свои реальные возможности. Сейчас я в первую очередь говорю о государстве. И, наверное, да, самый главный аспект – это о финансовых возможностях. Ведь все прекрасно понимают, что не только предприниматели оказались в кризисе, но и государство, в первую очередь, с огромной социальной нагрузкой, да, не всегда эффективно действующими механизмами. Государство, в первую очередь, оказалось в кризисной ситуации. На семинаре звучали разные мнения, однако все они сходились в одном – последствия кризиса невозможно четко предсказать. Эсма Гуланзе, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.